Ну, главный совет – дойти до конца, да, то есть любой конкурс – это некие преодоления, дополнительные усилия, да, это делается вне учебное, вне рабочее время любой конкурс. Но, как показывает практика, именно конкурсы дают мощный толчок в развитии. А уж победа в этом конкурсе, она тебя окрыляет и открывает новые двери и становится некой твоей визитной карточкой, как для начинающего специалиста. Из этого я желаю, конечно, ребятам это усидчивости, внимательности, максимально постараться сделать свой проект запоминающимся, да, особенным, продуманным, не только с точки зрения архитектуры, но и с точки зрения философии, с точки зрения концепции вашего проекта, чтобы ваш проект действительно изменил и внес какие-то новые видения, может быть, да, на ту территорию, где вы проектируете. Как правило, всегда, когда иностранные специалисты участвуют в конкурсе, да, это всегда тоже дает некий драйвер развития этой территории, потому что взгляд, он возможно, когда мы живем в своем городе, мы очень много не замечаем и не видим, и забываем. А свежий взгляд со стороны, он всегда очень актуальный. Актуальный и в то же время зрит в корень той территории, где идет проектирование. Из этого я желаю ребятам, конечно, максимально набраться опыта, учитывая, что в конкурсе Open Space еще это не просто конкурс, там еще идет некое обучение, да, и взаимосвязь со специалистами, с наставниками. То есть это не только конкурс, это в том числе опыт с точки зрения получения новых знаний и компетенций. Так что я желаю всем удачи, не сходить со своего пути и удивить нас летом итоговыми проектами. В общем, для всех участников я хотел бы сказать, что участвовать в подобных конкурсах является очень важным, так как навыки формируются не сразу. Для этого нужно вкладывание своих ресурсов, времени, труда, понять, каким образом можно это все создавать. В частности, в области химической инженерии группа специалистов, которые работают в проекте, может помочь развить базовые компетенции, связанные с фундаментальными навыками, с навыками анализировать. Я так скажу, что высшее образование – это не просто знание определенных дисциплин, это способность анализировать, воспринимать информацию и разбираться в проблемах и в решениях, которые связаны с данной специальностью. Да, дорогие участники, я очень рада, что вы выбрали геологию, что вы являетесь участником этой программы. И я очень рада, что есть люди, которые молодежь, которые хочет заниматься наукой, да. Поэтому я вам советую побольше прочитать литературу про техногенные месторождения, чтобы хорошо выступить на последнем конкурсе. Также есть видеоролики, как это все происходит в других регионах, в других странах, за рубежом, на Западе, да. И если у вас есть профессора, которые занимаются этим, да, вы обязательно должны получить консультацию, да, про техногенные месторождения. Эта тема, с одной стороны, очень трудна для вас, потому что эта наука только вошло 10 лет, наверное, 10 или 15 лет изучается в Казахстане. Поэтому я вам желаю конкретно для себя сделать программу и по этой программе работать, чтобы на конкурсе получить главный приз. И всем удачи! Первый совет – это дисциплина. То есть от того, насколько вы последовательно будете работать над проектом, насколько вы будете регулярно над ним работать, в первую очередь зависит ваш результат. То есть если вы даже
гениальный, но вы начнете работать, потом забросите, потом опять вернетесь, потом опять начнете. Цельного, хорошего, качественного проекта не получится. Второе – это внимательность. То есть вам в процессе вашей работы ваши менторы будут давать советы, давать какие-то коррективы, давать какие-то замечания. Совет – относиться к ним внимательно, относиться к ним позитивно. То есть эти советы даются не для того, чтобы, скажем, как-то вас демотивировать, да, или сказать, что вы что-то неправильно делаете, а чтобы, наоборот, улучшить ваш результат, чтобы вы в итоге сделали что-то более качественное. Вот. Ну и третий совет – быть все-таки оригинальными, интересными, потому что конкурс инновационных технологий, да, естественно, одно из основных ожиданий и требований – это интересные, свежие, новые идеи, которые наши участники могли бы представить сначала менторам, потом жюри конкурса. Прежде всего, я хотела бы сказать, что ребята, которые участвуют в данном конкурсе, большие молодцы. Это уже некое преодоление себя, да, в какой-то степени, и то, что вы выделили на это время, это большой плюс, прежде всего, для вас. Желаю вам пройти этот путь до конца, не слиться, да, и советую вам общаться как можно больше с практиками, которые вас поддерживают на этом конкурсе, задавать максимальное количество вопросов, быть открытыми, учиться работать в команде и брать максимально, что можно, из каждой возможности данного конкурса. Вот. Это мои основные пожелания. Хочется всем пожелать большой удачи, на самом деле. Никогда ничего не бойтесь. То есть предлагайте свои идеи. То есть всегда берите больше на себя. То есть вы хотите, то есть на работе заявить о себе, хотите в городе заявить о себе как архитектор, в стране, в мире. Но надо делать, то есть экспериментировать. С первого раза может не получиться. То есть надо еще делать, разрабатывать, работать, придумать. Потому что архитектор – это изобретатель, это инноватор и изобретатель. Это очень классная профессия. Поэтому важно вкладываться и отдаваться архитектуре полностью. И тогда вас заметят, и вы просто можете стать знаменитостью. Так что я вам желаю успехов, желаю побольше участвовать в мероприятиях таких, побольше участвовать в форумах, задавать вопросы, активно ходить на мастер-классы, читать новости про архитектуру и просто наслаждаться жизнью и быть исследователем. Всем спасибо. Участникам конкурса, я советую не ограничивать полет своей фантазии, потому что это конкурс, это еще не настоящая работа, на вас еще не давит груз ответственности. Вы можете полностью любые свои фантазии попытаться воплотить в рамках этого конкурса, в рамках той разработки, которую вы делаете. И я желаю им быть смелее для того, чтобы показать действительно максимум, на что они способны. Ставьте большие цели и достигайте их. Вот такое мое пожелание для участников конкурса.